Добрый вечер. Вы смотрите программу «Кавказская политика» на телеканале «Грозный». Сегодня в фокусе нашего внимания следующие темы. Совещание Совета Безопасности под председательством Николая Патрушева прошло в Пятигорске. Правосудие спустя 10 лет в Карачаево-Черкесии началось слушание по делу об убийстве вице-премьера республики в 2004-м. Сельхозпредприятие Кабардино-Балкарии в условиях санкций. Духовное возрождение общества – одна из главных задач национальной политики. Репортаж из Северной Осетии. Российскую общественность будоражит и лихорадит от происходящих с начала марта трагических событий и информационных вбросов, связанных с убийством оппозиционного политика Бориса Немцова. Началось все с сакральной жертвы для мобилизации оппозиционных сил, а сейчас общественности предоставлен чеченский след. И вряд ли это последняя из версий. 27 февраля в центре Москвы 4 выстрелами в спину был убит Борис Немцов. Спустя 9 дней стали известны имена первых задержанных по подозрению в убийстве. Сейчас по делу Немцова в СИЗО находится 6 человек, все уроженцы Чечни. Российское следствие назвало главных подозреваемых в убийстве – Заура Дадаева и Беслана Шаванова. Едва имена предполагаемых киллеров Немцова стали известны, в российском медиапространстве началась война аргументов и контраргументов. Тем временем следствие продолжается. До ареста Заура Дадаева оппозиция обвинила президента России в смерти Немцова. Совсем сумасшедшие украинские эксперты утверждали, что место выбрано с расчетом, чтобы Владимиру Путину было удобно наблюдать за ним с Кремлевской стены. И даже после того, как было доказано, что убийство не нужно и невыгодно Кремлю, оппозиция перекладывала ответственность. Говорила, что это политическая вина Путина. А после ареста чеченских патриотов, именно так глава республики охарактеризовал Дадаева в своем инстаграм, с задержанными стали связывать окружение Рамзана Кадырова, забывая о том, что, по крайней мере, для вынесения подобных суждений надо дождаться завершения следствия и решения суда. А в самом следствии происходят новые повороты. Попытка увязать трагедию Немцова с Рамзаном Кадыровым – это попытка подорвать доверие главной патриотической опоре президента России, подставить его перед выбором. И даже если это не удастся, то показать, что глава Чечни не контролирует свое окружение. То есть создать такое впечатление, что в стране анархия и никто не знает, что делают его подчиненные. Тем не менее, на днях Владимир Путин наградил орденом почета главу республики, демонстрируя этим жестом: «Доверяю». Заказчики убийства отрабатывают план. Кремль не контролирует то, что происходит ни под его стенами, ни на окраинах империи. На самом деле Кремль все контролирует, пока у него есть поддержка и опора настоящих патриотов, таких как глава Чечни. В самих СМИ идет разная подача произошедшего, благодаря чему мы можем выявить несколько условных лагерей в этой непростой истории. Так, например, если в теленовостях у государственно ориентированных СМИ акцент делался на регионе задержания обвиняемых, говорилось об Ингушетии, то оппозиционный телеканал «Дождь» изначально делал акцент на этнической принадлежности задержанных. Аналогичный раздел можно было видеть и в интернет-СМИ. Особое внимание здесь заслуживает ситуация с московским комсомольцем. Именно его журналист, а по совместительству еще и член ОНК Общественно-наблюдательной комиссии города Москвы Ева Меркачева, дала новый виток развитию ситуации. Она с другим правозащитником Андреем Бабушкиным после посещения Лефортово, где содержатся обвиняемые, и беседам с Зауром Дадаевым, заявила, что к нему применялись пытки. Выглядит это частной инициативой, но надо помнить, кто такая Ева Меркачева. Профессионал, хороший журналист, искренний правозащитник, да. Но еще и человек, регулярно пишущий на пикантные темы, такие как якобы хранящиеся в терминале Шереметьево золото Саддама Хусейна. Меркачева единственный журналист, взявший интервью у Дмитрия Кратова, заместителя начальника СИЗО Бутырка, которого наши заокеанские друзья обвиняли в смерти Магнитского. Это говорит о большой степени доверия к журналисту со стороны российских спецслужб, и вряд ли можно считать произошедшую утечку о пытках ее личной инициативой. На сегодняшний день, пока идет следствие, нам следует твердо верить в людей, которых мы знаем лично. И если глава Чечни характеризует Дадаева как патриота России, значит, так оно и есть. Нам нужно доверять своим, потому что в подрыве этого доверия главная цель спецоперации по устранению Немцова. Николай Патрушев провел на Медне в Пятигорске выездное совещание Совбеза России. На повестке вопросы профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов и усиления противодействия терроризму и экстремизму. Экс-глава ФСБ России поднял ряд вопросов, в числе которых угроза от возвращающихся из горячих точек боевиков, участвовавших в конфликтах на стороне террористических группировок. Также были подняты вопросы профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов и усилия противодействия терроризму и экстремизму. Процессы в сфере противодействия экстремизму в округе имеют позитивную динамику, однако качественного улучшения ситуации пока не произошло. Необходима дальнейшая эффективная работа с молодежью. Требуется шире привлекать национальных и духовных лидеров, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в данной сфере деятельности.
Прошу руководителей органов власти субъектов Федерации активизировать взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными организациями в целях профилактики экстремизма. И аппарату полномочного представителя президента взять эту работу под постоянный контроль. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно делал акцент на важность мер по поддержанию стабильной межнациональной и межконфессиональной обстановки в регионах для обеспечения национальной безопасности России. Если нам удастся на ранней стадии мониторинга каким-то образом какие-то локальные напряженные моменты нивелировать с помощью таких исследований, с помощью того, что мы будем чаще обращаться к нашим истокам, будем чаще и глубже интересоваться историей наших этносов. Главная эта проблема перед нами стоит, это как бы нам правильно и безболезненно все-таки постепенно отойти и избавиться от тех издержек национальной политики, которая проводилась, особенно во времена Сталина, достаточно ошибочная, которая закладывала мину замедленного действия на случай распада, в принципе, самого государства. Николай Патрушев, а также полпред президента России в СКФО Сергей Меликов и другие высоко оценили проводимую в Чечне работу по решению этих проблем. Положительным был признан опыт борьбы с терроризмом, экстремизмом и организацией духовно-нравственного воспитания молодежи. Мы на уровне достаточно непростого нашего региона в СКФО не занимаемся нивелированием тех проблем, которые все-таки имеют место быть. Это и миграция кавказского населения, скажем, в те области и края, включая, так сказать, того же СКФО, Ставропольского края, например, Ростовской области, других субъектов ЮФО, которые, может быть, не совсем готовы к тому, чтобы вот представители кавказской национальности в массовом порядке, так сказать, туда мигрировали. И вот за те 90-е годы так называемого, значит, либерализма и так называемой демократии, которые имели место быть на территории России, все-таки это свою роль сыграло. Не только межнациональные конфликты на Кавказе остались в прошлом, но и криминальные убийства, о которых еще 10 лет назад пестрили заголовки газет. В Карачаево-Черкесии начался процесс по делу десятилетней давности – убийстве вице-премьера правительства республики Ансара Тибуева. Около 8 часов утра заместитель председателя правительства ехал на работу, когда Нива, в которой находился вице-премьер, остановилась на светофоре на пересечении улиц Первомайская и Кирова. С ней поравнялся серебристый ВАЗ-2115. И из окна автомобиля высунулся автомат Калашникова. Убийцы прострелили радиатор, а затем дали очередь по лобовому стеклу. Вице-премьер, который всегда ездил рядом с шофером, получил 3 огнестрельных ранения, от которых скончался на месте. Водитель автомобиля успел пригнуться и не пострадал. Машина, с которой были произведены выстрелы, скрылась. План перехват, введенный в городе, результатов не дал. Позже на окраине восточной части города Черкесска, рядом с железной дорогой, сотрудники обнаружили тот самый автомобиль. По словам очевидцев, из автомобиля вышли 2 мужчин и бросили в салон гранату. Автомобиль взорвался, а преступники скрылись в лесополосе. А в качестве основной рассматривалась версия, связанная со служебной деятельностью вице-премьера, в частности с его активной борьбой с религиозным экстремизмом в Карачаево-Черкесии. До того, как занять в 2003 году пост вице-премьера, он был первым заместителем министра внутренних дел и начальником криминальной милиции. А в течение длительного времени велись следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, благодаря которым 30 мая 2013 года в городе Черкесске удалось задержать жителя Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии, причастного к убийству Ансара Тибуева. Им оказался некий Артур Тамбиев. В ходе допроса задержанный дал признательные показания и изобличил организаторов и исполнителей убийств. По данным Следственного комитета, задержанный отбывал ранее наказание за хищение автомобиля ВАЗ-2115, на котором скрылись киллеры во время расстрела Тибуева. Однако тогда, 10 лет назад, его причастность к убийству вице-премьера не была доказана. В 2003-2004 годах на территории Карачаево-Черкесской республики была создана устойчивая вооруженная группа «Банда», руководителем которой являлся Салпагаров Ислам Магомедович, занимавший в то время должность начальника криминальной милиции Жгутинского РОВД КЧР. В указанную банду входили лица, которые являлись в первую очередь его родственник Тамбиев,
Артур, который также был сотрудником милиции на то время. Вот. И Бастанов Марат, который имел криминальные связи, вот, и занимался преступной деятельностью на территории Карачаево-Черкесской республики. Почему Тамбиев заговорил спустя 8 лет? Оказалось, что за несколько месяцев до его признания был застрелен его дядя Ислам Салпагаров. Тогда, в 2004 году, убитый занимал должность начальника криминальной милиции Усть-Джугутинского района. Вице-премьер Тибуев 10 лет назад был инициатором увольнения Салпагарова из органов внутренних дел за организацию покушения на своего водителя. Его убил собственный подчиненный. Они не поделили деньги с очередной сделки. Бастанову, учитывая его криминальные связи, было поручено приискать и привлечь к совершению данного преступления киллеров, которых планировалось привлечь за пределов территории республики в целях того, чтобы в последующем было невозможно раскрыть данное преступление. Так Бастанов привлек к совершению данного преступления жителя Краснодарского края Ванченко Олега Ивановича и жителя Адыгеи Ачмиза Атам Кушуковича, которым отводилась и роль киллеров. Им за совершение данного преступления было обещано денежное вознаграждение в размере $5000 США. Спустя десятилетия все-таки виновный понесет наказание за преступление. 18 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии в рамках программы импортозамещения включено в перечень приоритетных проектов для реализации на территории СКФО. Кабардино-Балкария в ближайшие годы намерена значительно увеличить производство птицеводческой продукции и комбикормов. Развиваются предприятия и консервной промышленности. Сельхозпредприятия республики в условиях санкций. Репортаж телекомпании Кабардино-Балкария. В рамках инвестпроекта овощехранилища первые сваи здесь начали забивать в апреле 2014-го. Сегодня это современный комплекс для хранения рекордного для Кабардино-Балкарии всего СКФО количества овощей. Холодильное оборудование родом из Словении, машины для переработки и упаковки из Австралии и Германии. 11 миллионов евро. Именно столько затрачено на одно только оборудование. Сам инвестпроект обошелся в 3,5 миллиарда рублей. Клонировать уже имеющийся в республике опыт здесь не стали, говорят специалисты. Пошли своей дорогой, оснастив производство по последнему слову техники. Сейчас на предприятии завершается монтаж оборудования, а параллельно идет тестирование уже установленных агрегатов. Запускать комплекс будут в ближайшее время. Пока здесь в основном пустые ящики или семенной картофель. Увезут его в поля уже через несколько дней. Рассказывая о будущем производстве, гендиректор приводит на первый взгляд данные, в которые трудно поверить. Мы проводим консультации с различными представителями голландских компаний, итальянских, немецких. И однозначное мнение, что вот в таком формате это самый крупный объект в Европе. Следует обратить внимание как раз на формат работы предприятия. Уникальность овощехранилища в Прохладном отнюдь не в масштабах, хотя они и внушительные. Сегодня в республике 8 современных овощи- и фруктохранилищ общей мощностью хранения 50 тысяч тонн. Этот комплекс рассчитан на 75 тысяч. Здесь можно хранить рекордное в СКФО количество овощей и гораздо больше, чем во всех подобных предприятиях республики вместе взятых. Но это не главное. Принципиально новый формат – это замкнутый цикл производства, выращивание, хранение, переработка с учетом современных технологий и реализация. И цикл непрерывен. Даже если на улице зима, здесь всегда будут перерабатывать и реализовывать свежие овощи. В этом и суть. Велисагро – лидер в области производства куриного мяса в Кабардино-Балкарии и не только. Предприятие сегодня производит 15 наименований товара, порядка 8 тысяч тонн мяса птицы, 10 миллионов штук инкубационного яйца, 6 миллионов цыплят. Это результаты 2014 года. В рамках включения в перечень инвестпроектов хозяйство намерено сделать серьезный рывок, увеличить объемы производства на 30 позиций за счет глубокой переработки мяса птицы, расширить ассортимент продукции. Первоначальная мощность составляет 5 тонн в смену, а в дальнейшем есть возможности развивать объемы производства. Цеха, где выращивают кур, 42 дня содержания, и птица в среднем весит около 3 килограммов и приобретает товарный вид.
Прежде чем птица попадает на стол потребителя, она проходит через линейку переработки. Сегодня это примитивная процедура, говорят здесь. Разделка, упаковка сырья идет вручную. Совсем скоро, точнее с апреля, на предприятии запускают современный цех по переработке мяса. Ручной труд будет минимизирован. В этих огромных печах будут готовить новую продукцию, варить и коптить мясо птицы. По-новому пойдет и процесс упаковки. Вакуумную хозяйство станет использовать впервые. Сегодня, говорят специалисты, упаковка товара – это лицо предприятия. Хотя главная забота, конечно, о качестве. Здесь это понимают все, от рядового сотрудника до гендиректора. Есть еще одно понимание – собственная сырьевая база и кормовая база – ключ к успеху. Птицеводческое хозяйство «Велес Агро» в 2015 году планирует завершить еще один инвестпроект по строительству комбикормового завода, который будет выпускать в год 50 тысяч тонн гранулированных кормов. В рамках программы импортозамещения в перечень якорных инвестпроектов СКФО от Кабардино-Балкарии внесены 18 сельскохозяйственных предприятий. Их реализация станет мощным толчком в экономическом развитии республики, обеспечит рост ВВП и создание сотен новых рабочих мест. Вопросы духовного возрождения остаются самыми актуальными для реализации национальной политики России. Обсуждение этих вопросов идет на самом разном уровне. Патриотическое воспитание было главной темой на недавнем заседании Общественного совета СКФО при полпреде Сергее Меликове. Но и в регионах регулярно идет обсуждение. На днях во Владикавказе состоялся круглый стол с участием чиновников и общественности, посвященный духовному возрождению. Репортаж наших коллег Осетия ТВ. Духовное возрождение и формирование единой идеологии в стране. Сейчас это одни из главных пунктов в реализации национальной политики России. Активную работу начали вести и на региональном уровне. Круглый стол во Владикавказе собрал представителей всех конфессий и национальных обществ. Участники встречи особо подчеркнули, что в 90-е после развала Советского Союза духовное развитие общества ушло на второй план. Теперь приходится все наверстывать. Начинать, по словам специалистов, нужно с самого юного возраста. Кроме того, необходимо усилить работу на уровне муниципалитетов. У России многовековой опыт сосуществования разных народов, а Северную Осетию и вовсе называют лаборатории по изучению межэтнических отношений. Сейчас республике нужно делиться положительным опытом. Эксперты подчеркивают, что в Европе политика мультикультурализма провалилась. Страны взяли курс на ассимиляцию народов, а в этом случае теряется их национальная самобытность. В Северной Осетии такой проблемы нет. Да, наше министерство, как орган государственной исполнительной власти, естественно, работу ведем именно в этом направлении, чтобы все конфессии, которые у нас находятся, чувствовали себя свободно, они развивались. Мы создаем для этого условия. И, естественно, взаимодействие между ними даже и между нами, естественно, ведется очень тесно и плодотворно. И наша работа, я думаю, заключается в том, чтобы создать для них все необходимые условия для того, чтобы они могли реализовывать те планы, проекты, которые у них есть. Особое внимание сосуществованию мировых религий и традиционных осетинских верований. По словам духовников, есть некая напряженность, но ее пытаются снять. В частности, проводят службы на осетинском языке. Сейчас в республике строятся сразу 3 крупных храма. Растет количество религиозных организаций, которых за несколько лет стало почти в 2 раза больше. Чтобы не допустить зарождения радикальных течений, участники круглого стола единодушно согласились с необходимостью наблюдать за их деятельностью. В ходе встречи также было предложено усилить исследовательскую работу и даже издавать совместную религиозную газету. Все рекомендации вошли в итоговую резолюцию. Следующим этапом должна стать практическая реализация намеченного. Духовное возрождение начинается с Кавказа, где традиции никогда не исчезали. И возрождение это происходит вместе с экономическим подъемом. Вы смотрели программу «Кавказская политика». Всего доброго.